Данная информационная программа предназначена и для людей с ограничениями зрения и слуха. Здравствуйте! В эфире новости на канале АТВ, в студии Елена Янак. Основные новости на сегодня. Центр здоровья Кортен будет отремонтирован в Тараклийском районе. 6 рабочим потребовалась медицинская помощь после падения с высоты на стройке в секторе Ботаника. В Париже начинаются Паралимпийские игры. Центр здоровья Кортен в Тараклийском районе будет отремонтирован. Работы профинансирует правительство Японии. Это единственное учреждение первичной медицинской помощи в селе, которое играет важную роль в поддержании здоровья местных жителей. Благодаря ремонту будет сохранена безопасность и гигиенические условия в медицинском учреждении, заявляют власти. Посол Японии в Республике Молдова вместе с директором медицинского учреждения Дианой Чавдарь подписали грантовый контракт на сумму $68 700. За счет помощи будут отремонтированы окна, двери, потолок, стены, системы электроснабжения, отопления и канализации на первом этаже учреждения. Посол приветствовал проектное предложение, представленное Центром здоровья Кортен. Он выразил благодарность медицинским работникам за их неустанные усилия на благо общества. Он также коснулся переговоров о вступлении в Европейский Союз. Мы хотим поздравить Молдову с началом большого пути к светлому будущему. Условия для здоровья людей будут улучшаться по мере продвижения Республики Молдова к вступлению в Европейский Союз. А правительство Японии продолжит сотрудничество с Республикой Молдова, отметил посол. Грантовая программа по безопасности человека стартовала в Молдове в 2008 году. На сегодняшний день Япония предоставила безвозвратное финансирование в размере $7,4 миллиона для 90 проектов в сфере здравоохранения, образования и коммунальных услуг. Шестерым рабочим потребовалась медицинская помощь после падения с высоты на стройке в секторе Ботаника столицы. По данным полиции, это произошло во время бетонирования площадки на втором этаже спорткомплекса на проспекте Дачия. На место происшествия выехала оперативная группа инспектората полиции для установления обстоятельств дела. Из показаний очевидцев установлено, что упавшие с высоты рабочие находились на рабочем месте. Их немедленно доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Место происшествия проинспектировали представители Государственной инспекции труда и инспекции по техническому надзору в строительстве и градостроительстве, сообщила руководитель пресс-службы управления полиции Кишинева Наталья Стати. По данному факту возбуждено уголовное дело, в ходе которого будут установлены все обстоятельства, в том числе проведена техническая экспертиза в строительстве. Министр труда и социальной защиты Алексей Бузу заявил прессе, что Государственная инспекция труда инициировала масштабное расследование. По словам министра здравоохранения Аллы Немиренко, после этого инцидента рабочих доставили в Институт скорой помощи, но один из них отказался от госпитализации, поскольку у него были легкие травмы. 4 пациентов – иностранные граждане, 2 получили травмы позвоночника и остальные получили переломы. В Париже начинаются Паралимпийские игры. Республику Молдова представляют 5 спортсменов, которые выступят в 3 спортивных дисциплинах, передает IPN. На церемонии открытия ожидается около 4000 спортсменов из 182 стран. 5 молдавских спортсменов будут соревноваться в 3 спортивных дисциплинах. Олег Рецу – парадзюдо, Ион Басак – парадзюдо, Инна Черней – парадзюдо, Лариса Мариненкова – пара-пауэрлифтинг и Георгий Спыну – пара-легкая атлетика. Лариса Мариненкова будет нести государственный флаг на церемонии открытия. Паралимпийская сборная Республики Молдова приняла участие в 8 Паралимпийских играх и завоевала 2 бронзовые медали, обе в 1996 году. Паралимпийские игры 2024 года в Париже завершатся 8 сентября.
Неспарены отметили 33 года независимости. Перед памятником в Штефан-Челмаре жители собрались, чтобы отпраздновать этот важный момент. Подробнее в репортаже наших коллег Албасат ТВ. Scrisul venit din stele, orice literă a ta, ca pe ochii Maicii mele, dornic o sărut. Bucură-te, scris latin, că pe Valea Dulcea Посол Европейского Союза в Молдове Янис Мажеикс заявил, что 33 года со дня провозглашения независимости Республики Молдова являются моментом размышлений об историческом курсе и будущем страны. В послании, направленном по случаю праздника, европейский представитель отметил, что в этом году независимость Республики Молдова обретает новый смысл. На протяжении 3 десятилетий вам доводилось испытывать сомнения. Приходилось делать выбор, но наряду с этим вы также добились значительного прогресса. Эти 33 года показали, что вы обладаете непоколебимым духом. Этот год первый, когда молдаване могут по-другому относиться к Дню независимости. Сейчас, с началом переговоров о вступлении, вы находитесь на пути к тому, чтобы стать членом Европейского Союза. Вы можете задаться вопросом, укрепит ли Молдова свою независимость вступлением в ЕС. Этот вопрос задают себе граждане всех стран-кандидатов.
И ответ, как мы видим, таков. Их независимость укрепилась. Они стали частью большой и крепкой семьи, отметил европейский посол. По словам Яниса Мажейкса, принадлежность к европейской семье не умаляет независимость, а укрепляет ее, превращая каждое государство-член в сильный и уважаемый голос. Практически во всех школах Кишинева 2 сентября будут организованы торжественные линейки, посвященные началу учебного года. Всего 4 учебных заведения организуют начало учебного года в воскресенье 1 сентября. Темой первого урока этого года будет «Вместе ради мира», сообщает АТВ.МД. В Гагаузии торжественные линейки, посвященные началу нового учебного года, в гимназиях и лицеях автономии состоятся в понедельник 2 сентября, начало 8:30. Первый урок в этом учебном году будет проведен на тему «Вместе за мир. Гагаузия как образец мирного разрешения конфликтов». Классным руководителям рекомендовано обсудить с учащимися вопросы истории становления гагаузской автономии, демонстрирующие пример мирного разрешения конфликтов этнического, языкового и культурного многообразия, как главной составляющей сосуществования гагаузов со всеми народами. Педагогам рекомендованы дидактические материалы, адаптированные к возрасту учащихся. Приветствуется приглашение на торжественные линейки и классные часы ветеранов становления гагаузской автономии. В соответствии с решением Министерства образования и исследований Молдовы, менеджеры образовательных учреждений должны соблюсти расписание уроков на 2 сентября во всех классах. – 28 августа несколько населенных пунктов Каушанского района отметили храм села. Подробности в репортаже наших коллег ТВ Каушень. De sărbătoare religioasă, adormirea Maicii Domnului an de an, satele Sălcuța, Tănătari, Copânca și Chircăiești Noi marchează hramul. Aflat la 35 de kilometri de centrul raional, satul Copânca este unul dintre cele mai mari din raion, iar oamenii de aici spun că hramul localității de la sfârșit de vară este un prilej bun de a se întâlni cu cei dragi și de a discuta despre realizări. Biserica noastră e întemeiată în numele Adormirii Maicii Domnului. Și azi în sat e hramul bisericii și asta pentru noi e sărbătoare mare. Ne pregătim să înțelegi că vin oaspeți, vin neamuri, vin rude. Îmi pare rău că satul cam dispare. Locuitorii nu sunt, tineretul a plecat, noi ăștia mai bătrâni ne ducem. Miercuri dimineața oamenii și-au dat întâlnirea în Lăcașul Sfânt. Satul nostru Copânca astăzi împlinește 595 de ani de la înființare și noi sărbăm înființarea satului la sărbarea adormirii Maicii Domnului. Asta din moș strămoș, așa și merge tradiția. În primul rând sufletește, am 2 săptămâni de post, care am frecventat biserica și așteptăm oaspeți să fie și copii, руди. И в Спении Пресвятой Богородицы. И она наша защитница, наша помощница, наша покровительница. Мы только с ней, всегда и везде. Наша защита села. Ca de obicei, facem bucate, venim la Sfânta Biserică, adică venim mai întâi la Vicernie, la Prohodul Maicii Domnului, apoi venim la Utrenie și merg toate rânduielile. După liturghie, cetățenii au mers la statuia de la marginea localității, unde au depus flori. Participat la Sfânta și Dumnezeiască liturghie, după care, deci aici, în colțul, șorul acesta de rai, să zicem așa, la început de sat, deci avem înălțat monumentul Preasfintei Născătoare Dumnezeu, care, deci, la fel simbolizează, deci, hramul satului Copânca și totodată deci simbolizează că în satul acesta deci locuiesc absolut creștini ortodoxi și în satul Copânca deci avem o mulțime de răstigniri, care fiecare răstignire are hramul ei și în ziua hramului deci la fel se săvârșește rugăciune, se grămădește lumea ca și astăzi la hramul bisericii, la hramul satului, a adormirii Preasfinte Născătoare de Dumnezeu. Și creștinii sunt mulțumiți, sunt satisfăcuți de sărbătoarea de astăzi.
Locuitorii satului Copănca spun că se mândresc cu localitatea lor. Maica Domnului, rugătoare pentru întregul pământ și îndeosebi pentru satul nostru. Biserica noastră e în cinste Maicii Domnului. Și plus avem și memorialul în capul satului, sau să zicem așa, la începutul satului. Și ne bucurăm de asta că creștinii la noi sunt foarte credincioși, sunt foarte omanoși, sunt foarte sunt foarte uniți și cu asta noi facem multe în satul nostru. Cu ocazia hramului, autoritățile au pregătit mai multe evenimente. Acestea au avut loc seara târziu și au inclus un program artistic, competiții sportive, premiere celor mai merituoși localnici. Делегации Сейма Литвы посетили с визита Молдовы 26-28 августа. С интеграцией литовских республик в Европейский Союз заработная плата и пенсии увеличились в 6 раз, а благосостояние граждан достигло уровня стран Европейского Союза. Такое заявление сделали члены Литовского Сейма, которые посетили 27 августа район Штефановоды. Подробнее в сюжете наших коллег. În cadrul ceremoniei dedicate Zilei Independenței din 27 august curent, în raionul Ștefan Vod a fost prezentă o delegație formată din deputații Seimasului lituanian, care, după ceremonia solemnă, au asistat la un panel de discuții cu autoritățile locale și serviciile desconcentrate din raion despre viitorul Republicii Moldova și lecțiile învățate de Lituania. După România, Lituania este țara care a acordat cel mai mult suport, atât financiar cât și sprijin metodologic, și am vrea foarte mult să învățăm din experiența lor, am vrea să creăm parteneriate, fiindcă doar prin unitate putem crea state prospere și să îmbunătățim calitatea vieții locuitorii raionului. Membrul Comitetului pentru Economiei Seimasului Republicii Lituania, Mindaugas Scriptulas, a accentuat aportul Lituaniei în sprijinirea parcursului european a Republicii Moldova, afirmând că odată cu aderarea la UE, cetățenii acestei țări baltice au simțit schimbarea pe propria lor piele. В Литве уже зарплаты стали примерно такие, как и в других странах в старой Европе. Почти 6 раз, точнее 5,5 раз. Это где-то было там 400 евро, когда мы вступили в Евросоюз. А сейчас уже зарплата почти 1400 евро уже нету в руки. Так уже больше, чем 2000 евро с налогом. Налоги где-то 30%. Пенсии еще стало больше. Lituania este unul dintre cei mai activi susținători ai aderării Republicii Moldova la UE și oferă sprijin politic și financiar semnificativ Republicii Moldova. De la începutul războiului în Ucraina, Lituania a alocat 3.250.000 de euro pentru refugiații ucraineni din Republica Moldova. Научитесь писать проекты, потому что через проекты приходят очень нормальные деньги. Мы все сделали. В нашей общине мы уже не знаем, что хотеть. Все умеем. Все умеем. Но что придумать? А деньги ходят и ходят. Ну так есть. И уходят. Нет, ну так есть. Денег больше, чем фантазии. Да, вот, ну так реально. Я не шучу, так реально. Președintele Asociației Primarilor din raionul Ștefan Vodă, Nicolae Tudoreanu, a accentuat eforturile autorităților publice locale în procesul de negociere și aderare a țării la UE. Da, chiar dacă s-ar părea că avem un trecut comun, perioada sovietică, țările baltice au fost cu un pas mai înainte. Am fi noi victimele pactului Ribbentrop-Molotov, atât țările baltice cât și Republica Moldova, dar să nu uităm perioada interbelică în care țările baltice au avut experiența de a fi țară și ei, în perioada sovietică, adică cunoșteau care sunt, de fapt, beneficiile pe care pot să le aducă libertatea și demnitatea umană și au fost primii, de fapt, care au abandonat lagărul socialist sovietic și au fost primii care ne-au susținut și pe noi, pentru că Glasul Națiunii, pe care l-a editat Frontul Popular la sfârșitul anului 88, a fost editat la Vilnius
și acest lucru, de fapt, a continuat și pe toată istoria modernă a Republicii Moldova. Am fost susținuți, așa cum spuneau dânsii, cum ne-a ajutat România, ne-a ajutat în mare parte țările baltice. În prezent, 208 experți din Lituania oferă sprijin pentru Republica Moldova în procesul de aderare la UE, repartizați pe cele 33 de capitole ale acquis-ului comunitar, afirmă deputata Larisa Voloh. Мы уверены в том, что только сообща мы сможем действительно построить такую Молдову, о которой мы думаем, которую мы для себя желаем, и которая может в будущее дать нашим дальнейшим поколениям, нашим детям, нашим внукам те условия жизни, которые они для себя считают своими, те, на которые они надеются, и те, которые для них они будут свойственные. În cadrul panelului de discuții, primarii prezenți în sală au avut mai multe întrebări. Для нас очень важно вот эти 2 месяца как можно больше использовать иррационально, то есть с большими эффектами. У нас есть большие проблемы еще по северу Молдавии, у нас большие проблемы есть по югу Молдавии, у нас большие или очень много евроскептиков в селах. То есть, если мы говорим о местной администрации, то все мэры за, это даже и не ставится вопрос на обсуждение. Для нас очень важен ваш эксперимент. Я на самом деле увидел счастливых людей там у вас. Я увидел эти чистые города, я увидел вашу администрацию, я увидел, не было там мусора вообще, и много чего хорошего увидел. În aceeași zi, membrii Seimasului lituanian au efectuat o serie de vizite în localitățile raionului Ștefan Vodă. В региональной художественной галерее состоялось закрытие международного арт-симпозиума «Гагауз-Ринклери-24», посвященного 30-летию образования ТО Гагаузия. В течение 8 дней 10 профессиональных художников из Гагаузии, Турции и Азербайджана обменивались опытом, где им удалось поближе познакомиться с традициями и обычаями гагаузского народа. Результатом стали эксклюзивные картины, посвященные жизни, быту и культуре гагаузского народа. Творческий проект проводился в партнерстве с международной организацией «Тюрксой» с целью обмена опытом, межкультурного общения, а также пополнения фонда художественной галереи Гагаузии эксклюзивными работами современных гагаузских и международных художников, посвященных 30-летию образования Гагаузии. 27 августа по случаю Дня независимости Молдовы в Бессарабяске был организован праздничный концерт. Понравился ли он жителям и гостям города, смотрите в репортаже наших коллег БАС-ТВ. Концерт по случаю Дня независимости Молдовы был организован в Басарабяске на площади перед зданием районного совета. К намеченному времени здесь собрались десятки жителей и гостей города. Первыми их поприветствовали руководители районной администрации, отметившие значимость праздника для всех граждан нашей страны. У каждого в душе свое понимание, наверное, независимости, но не ошибусь, если скажу, что в первую очередь это чувство свободы, внутренней свободы, когда мы сами вольны принимать решения, сами вольны в своих начинаниях, в своих мнениях. Те, кто остаются сегодня в Молдове и стараются наладить здесь жизнь, это настоящие патриоты и герои нашего времени. Мы растим здесь детей, мы стараемся сохранить наши традиции. Я думаю, что так держать – это наше будущее. Я хочу пожелать вам, чтобы Молдова была для вас не просто родной страной, а уютным, комфортным, любимым домом, где благодаря нам будет царить счастье, понимание. 33 de ani avem de independență, o perioadă destul de așa vastă, care s-au putut vedea realizările țării noastre, succesele și insuccesele. Prilejul zilei de astăzi vă aduc sincere felicitări tuturor. Vă adresez urări de prosperitate, pace, bunăstare și belșug în fiecare casă a familiilor dumneavoastră. На протяжении практически всего концерта на улице шел дождь, но это не мешало местным и приглашенным артистам и коллективам выступать под открытым небом.
Специальными гостями праздника стали Ольга Челаку и диджей Пакман. По словам людей, пришедших на концерт, мероприятие пришлось им по нраву, и даже дождь не испортил праздничного настроения. Am venit aici să ne distrăm puțin, că rar de tot când se face concerturi și de astăzi am venit astăzi să ne distrăm puțin. Toată familia. А как не выйти на концерт? А что у нас так часто бывает? Ну, День города, и вот приехали на День независимости. И все. Am venit să sărbătorim Ziua Independenței. На ваш взгляд, как организован праздник? Погода немножко повлияла. Праздник нравится? А праздник нравится. Foarte extraordinar de bine, îmi pare. Concertul este binevenit pentru lume, populația din raion, din oraș. Напомним, организатором концерта по случаю Дня независимости Молдовы выступил районный совет Басарабяска. Это были все новости за текущую неделю. Оставайтесь вместе с нами на канале АТВ, подписывайтесь на наши социальные сети. До скорых встреч!